теплый субботний день на туристической базе развития приятная суета. Пахнет костром, разновозрастная компания хлопочет у полевой кухни, любители походной романтики готовят надувную лодку, проверяют спасательные жилеты. Сегодня у команды развития сплав по реке. Дети в предвкушении приключений. Некоторые принимают участие в таком действии впервые, но всегда потом хотят еще и еще, делятся организаторы. Поехали, гребем, левый борт! Левый край, греби сильней! Правый подключай! Для участников объединения развития это обычные выходные. Спортивные квесты, туристические походы и даже покорение горных вершин. Все это доступно любому, кто приходит на занятия клуба. Без всякой предварительной подготовки. Здесь всему научат. Управляться с альпинистским снаряжением, ориентироваться на местности и организовывать походный быт, ставить палатку и надувать лодку. И, конечно, держаться в тонусе, преодолевать себя и находить единомышленников. Наталья Малькова занимается в развитии с дочерью. В жизни семьи появился активный досуг, ни с чем не сравнимая походная романтика, соревнования и спортивный азарт, делится женщина. Об НП развитии я узнала 3 года назад. И также пришла как-то на день рождения, на 3-летие НП развития. И мы с дочерью остались. И уже 3 года занимаемся, тренируемся, участвуем в соревнованиях. Очень счастливы, очень рады, очень интересно, безумно. За всем полезным досугом для представителей всех возрастов стоит большая работа, а в последние годы и активная грантовая деятельность. В минувшем году объединение выиграло президентский грант, а недавно, в канун дня рождения организации, грант главы республики. С 2018 года здесь как раз мы оборудовали дистанцию по спортивному туризму, которая до сих пор работает, и сейчас республиканские соревнования уже проходят на ней. Дальше в 2019 году мы здесь построили спортивную карту по ориентированию, теперь можно бегать здесь. И также в 2019 году выиграли президентский грант впервые и начали проводить уже мероприятия по нему. И в начале 2020 года у нас запущен проект «Холодные игры», тоже президентского гранта. Средства грантов идут на зарплату инструкторам, закупку оборудования и организацию мероприятий, обустройство учебно-тренировочного полигона. А недавно возникла и необходимость собирать средства на фотоловушки. Приходится сталкиваться с актами вандализма на территории учебно-тренировочного полигона. Так недавно неизвестные сорвали баннер организации, делится Владимир Печерин. Однако энтузиазма от таких препонов меньше не становится. Они не идут ни в какое сравнение с количеством благодарных отзывов инициативных единомышленников. Их в организации уже больше 100. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.